Здравствуйте! Это второе видео из серии «Ежедневные предложения на литовском языке». Теперь у нас предложение со словом «идти». Sakiniai su žodžiu «eiti». Но сначала нам надо повторить. Aš gyvenu Lietuvoje. Я живу в Литве. Mano vardas Petras. Мое имя Петрас. Это два важные местоимения. Aš mano. Я мой. Или мое, моя. Aš mano. Я мой. O tu, а ты. Tavo vardas Jonas. Твое имя Йонас. Это другие два важные местоимения. Ты и твой. Ты твой. Ту того. Aš mano, я мой. Ту того. Ты твой. О. О значит как в предложении о то, а ты. О значит а. Ар. Ар. Надо добавить эту частицу ар в начало предложения, когда, если вы добавите в начало предложения эту частицу, тогда это предложение сменится на вопрос. И если эта частица ар будет во вопросах только тогда, когда ответ на этот вопрос будет быть да или нет. Почему так и называется? Да или нет вопросы. Taip значит да, не значит нет. Kaip gyveni? Как живешь? Gerai, o tu? Хорошо, а ты? Kur gyveni? Где живешь? Ну, повторили. Теперь у нас предложение идти в. Сначала простые предложения и тогда с глаголом. С глаголом. Čia yra mokykla. Здесь есть школа. Čia yra mokykla. Ar čia yra mokykla? Школа здесь. Ar čia yra mokykla? Atsiprašau. Kur yra mokykla? Извините, где есть школа? Atsiprašau, kur yra mokykla? Ну и теперь предложение с глаголом. Идти. Aš einu į mokyklą. Я иду в школу. Aš einu į mokyklą. Ar tu eini į mokyklą? Идешь ты в школу? Ar tu eini į mokyklą? Jonas eina į mokyklą. Jonas идет в школу. Jonas eina į mokyklą. Ar dabar Jonas eina į mokyklą? Идет теперь Jonas в школу. Ar dabar Jonas eina į mokyklą? И вы видите, так как в русском языке изменится окончание. Я иду, ты идешь, он идет. Так и в литовском языке. Aš einu, tu eini, Jonas eina. Einu, eini, eina. Так изменится окончание. И значит в. И вы видите, что на литовском языке тоже есть винительный падеж, как в русском языке. Где есть школа, окончание а, и я иду в школу, у, окончание у, потому что здесь винительный падеж. И на литовском языке тоже есть винительный падеж. У нас было Kur yra mokykla? Где есть школа? А, mokykla. И aš einu į mokyklą. Einu į mokyklą. А. Это буква А. Это длиннее буква, чем более длинный звук, чем А. Это звук мокикла А и мокикла А.
И так изменяются окончания на винительные падежи и в глаголе. А теперь у нас предложение с местоимением «свой». Как в русском языке есть местоимение «свой». Саво. Čia yra kambarys. Здесь есть комната. Čia yra kambarys. Čia mano kambarys. Здесь моя комната. Čia mano kambarys. Kur yra mano kambarys? Где есть моя комната? Kur yra mano kambarys? Aš einu į savo kambarį. Я иду в свою комнату. Aš einu į savo kambarį. Ar tu eini į savo kambarį? Идешь ты в свою комнату? Ar tu eini į savo kambarį? Томас eina į savo kambarį. Томас идет в свою комнату. Tomas eina į savo kambarį. Ar dabar Tomas eina į savo kambarį? Идет Томас теперь в свою комнату? Ar dabar Томас eina į savo kambarį? И вы видите, у нас было так. Комната в русском языке, винительный падеж. Теперь было, где есть моя комната, окончание. И я иду в свою комнату, изменится на у. Так в литовском языке, но изменится по-другому. Камбарис, из, другое окончание существительных. Камбарис, из. И изменился на саво камбари, и. Из изменился на и. Камбарис, камбари. Kur yra mano kambarys, aš einu į savo kambarį, и. Изменился окончание. Это было здесь, это было все. И смотрите третье видео.